хочу сказать, что сегодня вот этой проверкой, которая имела место 5 ноября по этому инциденту, сегодня занимается прокуратура. 6 ноября материал был дан переслан из управления внутренних дел. В настоящий момент, вот уже прошло 5-6 дней, выполнен большой объем работы. Мы уже опросили много людей. Их имена озвучивать не можем в интересах работы, но со временем, если такая необходимость возникнет, мы можем такую информацию дозированно дать парламенту. Мы можем вновь закрыть объединение. Да, обсудить мы можем. Есть какие-то вещи, которые мы можем обсуждать. Есть какие-то вещи, которые нам закон не позволяет сделать. Что касается... Давайте, пожалуйста, я с удовольствием. Надо быть открытым. А в чем успевать будем? Ну, совбез мы проводим обычно в закрытом режиме. Что касается самой ситуации, на сегодняшний день, с учетом того, что пока всего несколько дней прошло, мы уже приблизительную картину видим и понимаем для себя, что произошло. Вот, были переданы гаджеты, вещественные доказательства, наверное, как многие думают, службе госбезопасности, которые впоследствии должны были быть пересланы в прокуратуру. Абсолютно верно говорит Дмитрий Сергеевич, что была информация, что эти носители находились у посторонних лиц. Я вам просто сейчас поясню с точки зрения действующего законодательства. Любой предмет, который может оказаться у третьих лиц впоследствии в качестве носителя информации вещественного доказательства в рамках предварительного следствия и судебного разбирательства использоваться не может. Это, чтобы вы понимали, это не односторонняя наша позиция, это законодательство требует именно такой процедуры. Поэтому на тот момент, когда передавались, я не знаю, вот есть у меня сегодня такая информация есть, что несколько часов у кого-то они находились в руках, но даже если мы захотим, мы этого сделать не можем. Приобщить их к сегодняшним материалам и, возможно, в перспективе, если это будет какое-то уголовное дело, ссылаться на них мы не можем. У нас сегодня есть показания ряда свидетелей, у нас есть сегодня заявление от этих 3 граждан, которые указывают, что к ним было применено насилие, что у них похитили денежные средства и, соответственно, вот эти предметы, о которых здесь идет речь. Но я хочу вам сказать, уважаемые депутаты, что мы односторонне эту проверку рассматривать не собираемся, только с учетом их заявления, то, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что оппозиционные силы пока еще нам с заявлением официально не обратились, и никакие материалы в прокуратуре не были переданы. Были публикации, где некоторые представители оппозиции говорили, что они обратятся в прокуратуру. Мы ждем этого обращения. На сегодняшний день предварительно, что мы усматриваем? Мы усматриваем, во-первых, мы рассматриваем законность участия этих граждан в выборном процессе, насколько это было законно. Мы именно так на это смотрим. Законность вообще их работы. Есть государственная миграционная служба, которая проводит эту политику. И мы уже к ним обратились, но пока официального ответа не имеем. Но я, как прокурор, могу вам сказать, что любой иностранный гражданин, который прибывает в Республику Абхазия, должен получить разрешение для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности. Насколько мне известно, у них этого не было. Тот же работодатель, который принимает таких граждан к себе на работу, должен иметь патент. Сегодня у нас такой информации нету, чтобы был патент. На мой взгляд, с учетом тех материалов, которые добыты на сегодняшний день, я могу сказать, что усматривается административное правонарушение. На мой взгляд. Уголовного состава преступления пока мы не видим, об этом преждевременно говорим. Да, административное правонарушение. Что касается другой стороны медали, если мы говорим об объективности и законности, мы должны справедливо подходить ко всему. Есть заявления тех же граждан, на них мы отреагировать тоже не можем. Несмотря на то, что они написали заявление, и сегодня они отсутствуют в Республике Абхазия, для того, чтобы им придать законность этим заявлениям, необходимо провести еще ряд следственных и процессуальных действий с их участием. Нам сегодня это не представилось сделать, с учетом того, что они на территории Республики Абхазия отсутствуют. Какую оценку мы дадим действиям тех лиц, которые приехали и применили насилие, это уже время покажет. Если будут соответствующие материалы, естественно, мы дадим этому тоже объективную оценку. В любом случае, да, был сигнал, что эти граждане находились здесь, абсолютно верно. Ну, я как прокурор могу сказать, что в такой ситуации, конечно, необходимо привлекать правоохранительные органы. Надо было вместе с нами туда выезжать. Мы должны были все это заактировать, изъять должным образом и приобщить к материалам проверки. За дальнейшие действия мы несем ответственность. Если мы законным путем это все смогли бы изъять. Сегодня у нас этого нет. Еще раз хочу сказать, довести до вас, в одностороннем порядке
проверку проводить никто не будет. Никакое правонарушение не может быть оправдано применением насилия. Это все должны тоже прекрасно понять.